28 ноября 2021 года состоятся выборы депутатов Джогурку Кенеша. Центральная избирательная комиссия напоминает, что в день голосования каждому избирателю предстоит трижды сделать свой выбор, а также информирует о порядке голосования в день выборов депутатов парламента Кыргызской республики. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. На участке вы получите 2 бюллетеня. Первый бюллетень по одномандатному округу. Округов в Кыргызстане 36. Проверьте, к какому округу принадлежите вы. В бюллетене представлены фамилии кандидатов, выдвигающихся по вашему избирательному округу. Вы имеете право выбрать только одного кандидата или проголосовать за кандидата против всех. Второй бюллетень сложнее. Он един по всей стране. В этом бюллетене вы должны будете выбрать не только партию, но и кандидата от партии, которого вы хотели бы видеть в составе нового Джогурку Кенеша Кыргызской республики. Как это делается? В первой графе вы выбираете одну из партий и напротив этой партии ставите галочку. В нижней части есть 54 квадратика. Каждый квадрат означает порядковый номер кандидата в этой партии. Заранее зная, за какого кандидата вы хотите проголосовать, выбирайте только одного кандидата. Если в той или иной графе проставлены 2 галочки, ваш бюллетень будет считаться недействительным. Если вы выбрали партию, но не выбрали кандидата, ваш бюллетень будет считаться действительным. Но если вы не выбрали партию, а выбрали всего лишь кандидата, к сожалению, ваш бюллетень снова будет считаться недействительным. Сделайте правильный выбор. 21 ноября 2021 года в здании Учкун подписан акт приема передачи изготовленных избирательных бюллетеней для проведения выборов депутатов по одномандатному избирательному округу, бюллетени для проведения выборов депутатов Джогурку Кенеша Кыргызской республики по единому избирательному округу, а также бюллетени для проведения выборов депутатов местных кенешей. Изготовленные бюллетени отправлены в окружные избирательные комиссии Джалалабадской, Орской, Баткенской, Нарынской, Иссыкульской, Таласской и Чуйской областей, городов Бишкек и Ош, а также на зарубежные участки. Во время подписания акта приема передачи изготовленных бюллетеней присутствовали члены Центральной избирательной комиссии, наблюдатели, представители политических партий и кандидатов, представители типографии, средства массовой информации. Для проведения выборов депутатов по единому избирательному округу изготовлено всего 3 702 646 бюллетеней. На кыргызском языке 2 970 157, на русском языке 732 489 бюллетеней. Кроме того, 2494 бюллетеня изготовлены шрифтом Брайля. Для проведения выборов депутатов по одномандатным избирательным округам всего изготовлено 3 625 277 бюллетеней. На кыргызском языке 2 928 810, на русском языке 696 467 бюллетеней. Кроме того, 2435 бюллетеней изготовлены шрифтом Брайля. Для проведения выборов депутатов Карасуйского и Кирбенского городских кенешей, а также Кызыл-Озгурушского, Тогусторуусского и Терексайского аильных кенешей всего изготовлено 41 858 избирательных бюллетеней. На кыргызском языке 41 350, на русском языке 500 бюллетеней. Чтобы различать 3 системы выборов, бюллетень по одномандатному избирательному округу будет с голубой полосой по бокам, по единому избирательному округу бюллетень весь белый, бюллетень на выборах депутатов местных кенешей будет с розовой полоской по бокам. На сегодняшний день, в течение 10 дней, в режиме нон-стоп 24 часа машины работали, в 2-3 смены, более 100 сотрудников акционерного общества Учкун проработали. Мы сегодня более 7,5 миллионов бюллетеней по одномандатным партийным спискам бюллетеней сдаем по акту приема передачи, а также мы переработали более 60 тонн офсетной бумаги, соответственно, около сейчас процесс взвешивания идет, там более 500 килограмм, там технические отходы так называемые. Она идет при комиссии, при наблюдателе на уничтожение.
отрадно, что мы вовремя заказ выполнили, очень качественно, бумага и урны, вот эта система АСУ, она признает все бюллетени, они проходят очень успешно. В рамках своей ответственности Центральная избирательная комиссия организовала массовое информирование избирателей о кандидатах, баллотирующихся по одномандатным избирательным округам, и кандидатов, выдвинутых от политических партий по единому избирательному округу. Сведения опубликованы о 1015 кандидатах от 21 политической партии и 296 кандидатах по одномандатным округам. Информация о кандидатах включает следующее: фотографию, программу, слоган, информацию о дате рождения, месте работы и занимаемой должности, а также контакты штаба. Информация была размещена в специальных выпусках 12 областных газетах и газеты «Эркинтоо» общим тиражом 150 тысяч экземпляров. Избирателям предоставлена информация о санитарных нормах. Кроме того, Центральная избирательная комиссия организовала публикацию в этих же спецвыпусках районных газет, а также в газетах «Эркинтоо», «Для вас» и «Суперинфо» информации о новой смешанной избирательной системе, процедуре голосования на избирательном участке и правилах заполнения избирательных бюллетеней. Также было изготовлено на государственном и официальном языках 10 200 плакатов из расчета по 4 плаката на каждых из 2494 избирательных участков по кандидатам, выдвинутым политическими партиями, и 9956 плакатов по кандидатам, баллотирующимся по 36 одномандатным избирательным округам. Приходя на участок для голосования, избиратель сможет ознакомиться с кандидатами посредством этих плакатов, вывешенных на участках. В каждой кабине для голосования будут находиться и справочники с данными о кандидатах и списках кандидатов от партий для того, чтобы уточнить номера в бюллетенях кандидата по округу, номер партии и номер конкретного кандидата в списке каждой партии. На каждом участке есть плакаты о кандидатах, о партиях, участвующих в выборах. А также, если вы забудете номера выбранных вами кандидатов, то вы можете в кабине найти специальную брошюру, в которой также можно все это посмотреть. Хотелось бы обратиться к гражданам. Никто не вправе влиять на ваш выбор. Никто не может и не вправе оказывать давление, либо в какой-либо иной форме воздействовать на ваше волеизъявление. Тайна голосования соблюдается, гарантируется и Конституцией, и конституционными законами. Поэтому никто не узнает, за кого вы проголосовали. Поэтому у нас есть все условия для того, чтобы голосовать осознанно, имея информацию о кандидатах, и голосовать свободно за того, кого вы считаете достойным места депутата в парламенте. С 21 августа по 18 ноября 2021 года в библиотеке Facebook по Кыргызстану размещено политической рекламы на сумму $27 917 США. Рабочие группы ЦИК по агитации и финансированию мониторят политическую рекламу Facebook. Ранее Центральной избирательной комиссии переданы глобальной компании Meta в Facebook списки всех зарегистрированных для участия на предстоящих парламентских выборах кандидатов как от политических партий по единому избирательному округу, так и по одномандатным округам по городу Бишкек и всем областям Кыргызстана. Как известно, такая договоренность была достигнута 9 ноября текущего года в ходе онлайн-встречи председателя ЦКР Нурджан Шайлдабековой с представителями Facebook. Контрольно-ревизионная группа ЦИК осуществляет мониторинг платежей за размещение политической рекламы в сети Facebook и Instagram и напоминает кандидатам и политическим партиям о том, что за размещение политической рекламы в обязательном порядке должна быть произведена оплата из средств соответствующего избирательного фонда. Рабочая группа по информированию и правилам агитации обращает внимание кандидатов и партий на то, что агитационные сообщения, размещенные в социальных сетях, должны быть с соблюдением требований избирательного законодательства в части правил агитации.
Окончательные списки избирателей на выборах депутатов Джеурку Кенеша Кыргызской Республики, которые пройдут 28 ноября текущего года, сформированы 18 ноября 2021 года и размещены на государственном портале избирателей ТИЗМЕ tizme.gov.kg. В окончательный список избирателей по единому избирательному округу включены 3 703 420 избирателей. Из них 84 128 избирателей включены в списки избирателей на избирательных участках, образованных за рубежом. По одномандатным избирательным округам количество избирателей составило 3 619 292 избирателя. Это без учета избирателей, зарегистрированных за рубежом. Напомним, что избиратели могут получить информацию о включении себя в список избирателей по уточнению номера и адреса соответствующей участковой избирательной комиссии, позвонив по номеру 1255 или 119 на сайте tizme.gov.kg, отправив СМС на номер 119 с указанием своего персонального идентификационного номера в паспорте. Отправка СМС-сообщения и звонок бесплатные.